ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Только ухтинцы привыкли к контейнерам для сбора пластика, как они исчезли. Случилось это пару недель назад, как раз тогда, когда в работу вступил региональный оператор по сбору твердых коммунальных отходов. Как сказали в офисе регоператора, они планируют заниматься раздельным сбором мусора, но не сейчас, а чуть позже, когда в тариф включат оплату покупки и обслуживания спецконтейнеров. Те же контейнеры, которые стояли по городу, их было порядка 25, никаким образом не относятся к деятельности компании, которая теперь занимается вывозом ТКО повсеместно. На самом деле региональный оператор не является ни собственником контейнеров площадок, ни арендатором этих площадок. Да? То есть мы не можем никому указывать, ставить там такие контейнеры, где ставить. Да? Это были контейнеры спецавтодора. Как они нам сказали, они их убрали, чтобы провести техническое обслуживание, покраску, ремонт контейнеров. В дальнейшем они планируют поставить дальше обратно. Ранее начальник спецавтодора отмечал, что готов был договориться с регоператором на вывоз пластика, так как после 1 ноября мусоровозы спецавтодора перестали этим заниматься. Тогда к общему мнению не пришли. Но контейнеры для пластика все же обещают вернуть на площадки, правда, пока неизвестно, куда именно их поставят. С 1 ноября приступил к работам региональный оператор. Региональный оператор в своих обязанностях должен раздельный сбор мусора обеспечивать. И спецавтодор за отсутствием работы пока собрал данные контейнера на ремонт. Потом при разговоре с региональным оператором нам отдали вывоз школ, садиков. И, соответственно, после ремонта этих контейнеров, это в течение недели где-то, мы их расставим по нашим школам, садикам, чтобы детей приучать к раздельному сбору мусора все-таки. Да. И, может быть, я хотел услышать от самих людей, где бы они хотели видеть этот контейнер, где бы поставить лучше этот контейнер. Мы с удовольствием рассмотрим все возможности. Также в конце года управление ЖКХ должно разыграть конкурс на изготовление еще 24 контейнеров для раздельного сбора мусора. Так что в 2019-м их в городе станет 48. Для ухтинцев, задумывающихся об экологической ситуации, это радостная новость. Также по заявлению регионального оператора в свой инвестиционный план они включили строительство сортировочного завода. Он появится на территории муниципалитета в течение 3 лет.